В эфире программа «Актуальное интервью». Я Андрей Погорелов, и мы обсудим самые важные и самые главные темы. Сегодня гость нашей студии, исполняющий обязанности первого заместителя главы города Якутска по ЖКХ Виталий Чикачев. Виталий Семенович, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Сегодня хотелось бы поговорить о подготовке к отопительному сезону. Школы уже начали свою работу, соответственно. И этот вопрос нас тоже будет интересовать, есть ли тепло уже в детских учреждениях, дошкольных и, соответственно, школьных. Да? Вот с какого числа в этом году начинается отопительный сезон, да, наверное, его основная часть, да, и зависит ли это как-то от погодных условий вообще в целом? Ну, здесь надо сказать то, что, как и по всей стране и по республике Саха-Якутия, мы регламентируемся нормативно-правовых актов Российской Федерации Республики Саха-Якутия. В данном случае у нас есть постановление правительства Российской Федерации 354 о предоставлении коммунальных услуг жилищному фонду и многоквартирным домам. То есть в нем прописано то, что отопительный сезон у нас начинается в соответствии с температурой наружного воздуха. Не плюс 8, ниже 8 градусов, плюс 8, да, в течение 5 суток температура должна быть. У нас в соответствии с распоряжением главы города Якутска издано распоряжение о начале отопительного сезона. И в нем мы прописали то, что социальные объекты у нас, значит, школы, объекты здравоохранения, детские сады, у нас отопительный сезон должен начаться не позднее 4 сентября. То есть на сегодняшний день у нас по ресурсоснабжающим организациям уже идет, значит, заполнение сетей, в отдельных местах уже подается тепло. То есть сегодня-завтра мы уже должны подать отопление на детские учреждения и на объекты здравоохранения. Что касается жилого фонда, то у нас, значит, оговорено в распоряжении, опять же, по температурному графику, да, это не позднее 15 сентября. То есть до 15 сентября город Якутск должен полностью у нас, значит, обеспечить теплоснабжение всех потребителей. Тем более у нас город Якутск, допустим, в том же Магане температура там намного холоднее, чем в Якутске. Вот. Поэтому где-то раньше, где-то позже, но не позднее 15 сентября. Ну, давайте сразу, как говорится, с последнего вопроса. А вот что произойдет, если 15 число наступило, у нас в доме нет тепла? Куда мы должны идти жаловаться? Какие меры принимать? Какой алгоритм действий? Ну, здесь уже понятно, значит, обращается в свою управляющую компанию. Также хотелось бы сказать то, что с завтрашнего дня, значит, под моим руководством городской администрации город Якутск будет проводиться оперативные штабы, где мы будем ежедневно мониторить ситуацию по запуску тепла. Потому что, действительно, учитывая, какой у нас ветхий аварийный фонд, есть и по нему проблемы, то есть такие моменты, где необходимо будет вмешательство и непосредственно руководителей в том числе. Вот, поэтому мы эту работу синхронизируем вместе с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Ну вот у этой ситуации есть обратная сторона медали. Жители некоторых домов в прошлые годы жаловались, пожалуй, на то, что к 15 числу в квартире было очень жарко. Ну, то есть тепло дали, наверное, может быть, температура еще наружного воздуха еще не такая достаточно, опустилась низко, либо, может быть, компании управляющие не успели отрегулировать подачу тепла и было чересчур жарко. Вот в этой ситуации, может быть, тоже какие-то действия нужно предпринимать? Нет, безусловно, здесь ресурсоснабжающие организации должны работать в соответствии с температурным графиком. Ну вот, а как в целом вы оцениваете подготовку к отопительному сезону, если ее, может быть, сравнивать с прошлыми годами? Вот какая-то там динамика положительная, отрицательная? Ну, здесь надо сказать о том, что у нас подготовка к отопительному сезону, она началась еще и не закончившись. Это в апреле месяце. У нас издано было тоже нормативный правовой акт, создана комиссия, да. Туда включены у нас все структуры администрации мэрии, предприятий, плюс у нас включены были надзорные органы, как Ростехнадзор, Роспотребнадзор и прокуратура, которые непосредственно принимают участие в наших штабах оперативных, знают всю ситуацию в городе по подготовке к отопительному сезону. Ну, если говорить в цифрах, то из плановых 3040 домов у нас на сегодняшний день подготовлена и промыта система отопления в 97% этих домов. Социальные и объекты все, в том числе школы, детские сады, полностью 100% промыты, готовы. Вот, готовы уже к подаче теплоснабжения, к приемке теплоснабжения. Вот, сейчас идет процедура оформления паспорта готовности.
По жилому фонду он составляет 89%, и по детским образовательным учреждениям составляет 93%. То есть на этой неделе паспорта ресурсно-снабжающие организации согласовывают, и мы можем уже с уверенностью сказать, что социальные объекты и объекты жилфонда у нас к зиме, к отопительному сезону готовы. Ну, насколько вообще реально довести процент подписания паспортов готовности на многоквартирные дома до 100%? Ну, задача стоит 100%, да, и она должна быть выполнима. Без нее мы не получим паспорт готовности. И к 1 ноября у нас в целом городской округ, город Якутск должен получить паспорт готовности как сам город. Вот. Есть критерии, значит, отбора для получения этого паспорта готовности, в том числе и объекты энергетики должны получить акты готовности, объекты коммунальной инфраструктуры. Но вот одними из первых у нас получают объекты соцкультбыта и жилого фонда. Поэтому, я думаю, задачу эту выполним и в зиму войдем без каких-либо проблем. Виталий Семенович, ну вот о проблемах хотелось бы тоже немного поговорить. Вот какие проблемы, наверное, чаще всего вот беспокоили в этот подготовительный период? Может быть, какие-то уже, ну, основную часть, конечно же, их решили, какие-то, может быть, остались еще пока нерешенными? Ну, мы, значит, проводили анализ прохождения осенне-зимнего периода. Исходя из анализа, мы уже сделали выводы к предстоящему отопительному сезону. Поэтому у нас, в принципе, ситуация понятна была, где, в каких местах надо нам увеличить финансирование по ремонтной программе, да, где мы должны построить либо реконструировать объекты жизнеобеспечения. Вот на примере у нас в отопительный сезон в этот ввиду неустойчивой финансово-хозяйственной деятельности у нас общество ДСАФ отдало городу Якутску свою котельную, ввиду того, что котельная была аварийная. Вот, силами акционерного общества, это муниципальное предприятие «Теплоэнергия», мы отопительный сезон, значит, протопились безаварийно, и в этом году будем, значит, потребители от этой котельной переключать уже на потребителей, на мощности теплоэнергии. Вот. То же самое у нас общество Туймада Лизинг, которое весь отопительный сезон отапливало у нас 2 жилых дома по улице Автодорожная 23/1, 23/2. И по окончанию отопительного сезона окружную администрацию города Якутска уведомляет о том, что, значит, последующий отопительный сезон, значит, они их отапливать не будут. Вот. И, значит, у нас сейчас работа проводится по проведению теплоснабжения. Мы будем автономно каждую квартиру обеспечивать теплоснабжением. Вот. Сейчас проведены работы по газу, и сейчас по внутренней системе отопления также проводятся работы. В эфире нашего телеканала мы уже озвучивали данные, что некоторые округа нашего города, они готовы 100%. Некоторые округа, к сожалению, еще отстают, но там цифры, в принципе, там 90 с лишним процентов готовности. Вот жителям этих округов, которые отстают, да, вот готовности, им нужно сейчас как-то волноваться, бить тревогу, или все к 15 числу, все будет готово уже 100%? 15, ну, я хочу сказать то, что физически они полностью готовы. Технически все работы проведены своевременно. Сейчас осталось только подтвердить ее юридически. То есть юридически это у нас паспорт готовности. Паспорт готовности сейчас оформлены и проходит согласование с ресурсоснабжающими организациями. Поэтому здесь никаких опасений нету. Если же какие-то опасения, волнения есть, то вот я опять же жителей города Якутска, значит, призываю, значит, еженедельно в 6 вечера у нас будут оперативные штабы проходить по запуску. У кого какие проблемы есть, конечно же, туда надо обращаться. Плюс у нас есть единая дежурно-диспетчерская служба, которая круглосуточно проводит мониторинг за, значит, бесперебойным теплоснабжением и в целом за подготовкой к отопительному сезону. Поэтому обращаться туда, вот, который своевременно будет доводить и руководителей ресурсоснабжающих организаций, и непосредственно меня. Вот, к слову о бесперебойном и безаварийном вообще теплоснабжении, оно, конечно, во многом зависит от объектов коммунального комплекса. Насколько в этом году оно, наверное, было обновлено, отремонтировано, и как обстоят дела вообще с финансированием в этой сфере? Ну, если говорить про финансирование, то в целом у нас на подготовку к отопительному сезону, в том числе на реконструкцию и техническое перевооружение объектов, у нас было направлено порядка 900 миллионов рублей. То есть в этом году у нас, значит, полностью проведен капитальный ремонт 80 котлов. У нас 73 километра
в планах по замене у предприятий Якутскэнерго электрических сетей. У нас проводятся работы и на завершающем этапе по сетям водоснабжения, по линии водоканала. Это 40 километров ветхих аварийных сетей должны были заменить. Вот. И 15 километров у нас сетей теплоснабжения полностью должны быть заменены. Плюс здесь хотелось бы сказать, что в этом году у нас проводятся такие серьезные мероприятия по реконструкции объектов, по модернизации, техническому перевооружению. Это 5 объектов. У нас в Табаге увеличение котельной будет проводиться, в котельной Сердах, Тулагилно-Кильдямском наследии, ввиду того, что будет вводиться детский садик. Мы там проводим реконструкцию котельной, увеличиваем ее мощность. И также серьезные мероприятия у нас проводятся по котельной Лермонтова-200, это 92-93 квартал в Сайсарах. Там идет в перспективе массовая застройка и жилого сектора, и социальных объектов. Поэтому мы вынуждены строить новую котельную уже взамен старых аварийных котельных с новым оборудованием и более мощные объекты. Ну, особняком стоят для якутян, пожалуй, 2 объекта. Это новый водозабор и якутская ГРЭС-2. Вот какова готовность этих объектов к зиме? Ну вот по якутской ГРЭС-2 можно сказать то, что действительно она... Вот на прошлой неделе у нас в пятницу был приезд заместителя министра энергетики Российской Федерации Кравченко, который непосредственно проводил совещание о ходе готовности к отопительному сезону. Совещание было проведено на достаточно высоком уровне при председателе правительства Республики Саха-Якутия. Рассмотренный комплекс мероприятий. В целом, конечно, отмечена достаточно хорошая подготовка объекта к отопительному сезону. Что касается якутского водозабора, то для якутян и для жителей города Якутска это, конечно же, очень знаковое событие. Да? Здесь мы говорим то, что мощности якутского водозабора они увеличиваются и качество предоставляемых услуг в разы улучшится. И завтра прилетает заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Чибис, который также будет осматривать данную станцию. Ну и в целом как бы с надзорными органами, я думаю, что проблем с его эксплуатацией и в дальнейшем не будет. Ситуация только именно с водоснабжением в городе должна быть улучшиться. Виталий Семенович, большое спасибо вам за участие в нашей передаче, потому что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Будем надеяться, что эти объекты уже готовы на 100%, и никаких проблем зимой у горожан не будет возникать. Я напоминаю, что сегодня в гостях в нашей студии был исполняющий обязанности первого заместителя главы города Якутска по ЖКХ Виталий Чикачев. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех последних событий.